Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно, что предоставлено такое эфирное время для того, чтобы отчитаться о проделанной работе за 3 с большим года, какую работу провел комитет и какие законопроекты, ну и в целом, наверное, какая деятельность была проведена за эти годы. Естественно, встает вопрос, первым вопросом, который, само собой, разумеется, выходит даже от общественности, наверное, какое количество законопроектов рассмотрено нами. Знаете, есть тут, наверное, 2 таких важных аспекта, момента, когда мы рассматриваем вопросы, которые получаем от исполнительной власти, так называемого от АП, и когда практически мы же сами, депутаты, инициируем наши законопроекты. Из полученных практически от АП мы все законопроекты рассмотрели. В настоящее время в комитете нет залежавшихся тех или иных законов, которые мы бы не рассмотрели на комитете, не передали бы в сессию. Но могу сказать, что до прихода Бадры Зурабовича Гумба, наверное, этот перечень был очень маленький, предельно маленький, я бы мог так сказать. Но с приходом Бадры Зурабовича, наверное, какая-то активность есть, но не та, которую бы мы хотели бы видеть. Хотелось бы даже мне самому видеть. Что касается нас, то меня лично 27 законопроектов, которые практически мы инициировали, часть из них реализована, часть еще в разработке. Но ведется активная трудовая работа по инициативе законопроектов, которые сегодня необходимы. Естественно, возникает после этого, какое количество или какие основные законопроекты, наверное, сегодня нужны нашей стране, да, нашей республике, для чего мы призваны, да, что мы видим. Ну, так как мы являемся комитетом по экономике, наверное, я уверен, большей частью это законопроекты экономического характера. Да. Что такое закон экономического характера? Который регулирует отраслевые законы. Очень нуждается сегодня наша страна. Законы, которые регулируют все экономические взаимоотношения в области самого экономического развития нашей страны. Вот это тот сегмент или то направление законопроектов, в которых сегодня нуждается наша государственность. А какие основные? Знаете, наверное, могу сказать, что основные законы в настоящее время – это закон о государственном градостроительном кодексе. Первый законопроект, который большой, максимальный, базовый закон, который мы приняли, это именно отраслевой, это в градостроительном кодексе. Вот этот закон, практически его на протяжении 30 лет не было, и регулировалась вся отрасль только за счет постановлений, положений каких-либо, которые исполнитель раз написал. Но такого фундаментального закона, так называемого базового, основного закона, его не было. Вот могу сказать, что этот законопроект сегодня приняли. Вторая часть законопроекта, который мы приняли, это был кадастр. К сожалению, кадастр, на время реализации кадастра, чтобы мы понимали, уходило не более 2 лет, даже более 3 лет, могу сказать. Да, до 3 лет ушло на разработку, на согласование, на реализацию, на готовность его к реализации. И ушло вот такое достаточно большое количество времени. Но, к сожалению, как вы понимаете, этот законопроект дальше получил какие-то, не с точки зрения его писания, а с точки зрения его реализации на местах, он получил какое-то временное отклонение. Наверное, это там дальше уже вопрос исполнительной власти, но не нас, законодателей. Мы свою задачу в части реализации закона, инициативы и реализации закона, его с точки зрения его текстового набора, мы реализовали его в полном объеме. И к тексту вопросов нет. Третьим законопроектом, которым, могу сказать, мы считаем базовым, это жилищный кодекс. Да? Сейчас жилищный кодекс находится во 2-м чтении. Он тоже достаточно является большим, немалым, почти составляет около 400 страниц. Он тоже является достаточно таким большим. А третий законопроект, который также стоит на стадии принятия, это закон о государственных закупках. Конечно, все эти направления носят такой экономический характер, когда нужно экономить бюджетные средства. Для чего нужен закон о госзакупках? Для того, чтобы экономить государственные средства. Нет другого понимания формирования цены, как проведение конкурса. По-другому не сформируешь цену. Есть сметы, есть там другие рыночные показатели, но рынок формирует конкурентность. Там, где больше
большая конкуренция, там цена на товары и услуг всегда максимально низкая. Так формируется рынок. Другого формирования рынка нет. Что касается остальных законопроектов, мы приняли закон, таможенный кодекс, да, практически тоже приняли его, внесли достаточно большой, он объемный. Мы принимаем законопроекты, если сейчас на память не буду говорить, скажу на прочитанные бумаги. Мы рассматривали закон о государственном частном партнерстве, да? Рассматриваем в настоящее время закон о рынке ценных бумаг, рассматриваем закон о туристической деятельности, также закон Республики Абхазия, внесли изменения в закон Республики Абхазия о туристической деятельности, о государственном регулировании цен, закон, внесение изменения, условия, о техническом регламенте, о требованиях пожарной безопасности, проект закона Республики Абхазия, закон Республики Абхазия о государственной поддержке инвестиционной деятельности национального инвестора. Также мы рассматриваем в настоящее время законопроект. Достаточно большое количество поправок, которые нами были разработаны и инициированы. За реализацией каждого законопроекта необходима реализация его на местах, уже непосредственно в его так называемых структурах исполнительной власти, да, и непосредственно в самой республике. Однозначно могу сказать, что любое законодательство, какой бы закон мы сегодня ни принимали, он требует затраты. Он требует затраты, потому что это дополнительная нагрузка на саму исполнительную власть с точки зрения его реализации. И мы, естественно, следим за ее реализацией. Конечно, мы запрашиваем какие-то запросы, проводим, да, изучаем общественное мнение, как этот закон реализуется, есть ли какие-то шероховатости, нет шероховатостей, насколько нужно быстро поправки вносить. Ведь написать такой закон, который не нуждался бы с каким-то периодичностью в поправках, такого закона невозможно написать, тем более в наших условиях. Мы четко понимаем, что мы готовы к тому, чтобы если сегодня при реализации того или иного законодательства, о котором мы говорим, нуждаются поправки, то мы его абсолютно и быстро принимаем для того, чтобы отрегулировать, и чтобы закон дальше не ломать, и он дальше регулировал все те экономические взаимоотношения, которые есть. И если в целом взять все законодательство, связанное с экономической точки зрения по экономической направленности, то, наверное, нет тех законов, которые могли носить 20-летний характер или даже 10-летний характер, да, в котором не было бы необходимости внести изменения. Тут практически с точки зрения налогового кодекса, которого сегодня нет, он тоже находится в разработке, но и в него все эти налоговые законодательные акты тоже нужно вносить изменения. Регулярно надо вносить, где-то уменьшать налоговую базу, где-то увеличивать налоговую базу и дальше другие поправки вносить. Вот мы приняли достаточно хороший законопроект о малом и среднем предпринимательстве, да, где провели классификацию среднего, малого бизнеса. Это тоже имеет важное значение при регулировании экономики. Это тоже имеет достаточно большое важное значение. С профильными комитетами, как звучит сам комитет, мы по экономической политике, значит, наше взаимодействие – это Министерство экономики. Да, мы достаточно плотно взаимодействуем с Министерством экономики, зачастую есть понимание полное в отношении, какие необходимо сегодня нормативные документы принять для того, чтобы законопроекты были реализованы, для того, чтобы населению были оказаны услуги, которые приведут к улучшению качества жизни. И есть, конечно, какие-то споры, возможно, какие-то дискуссии, связанные с несогласием или согласием с их программами, видениями их. Это рабочий порядок, в котором мы все участники. И я в целом по работе взаимодействия с Министерством экономики доволен. По отношению, да и в целом комитет также взаимодействует с ним. Насколько глубоко справляется Министерство экономики со своими основными задачами, наверное, это нужна достаточно уже другая статистика, чтобы определить весь объем работ, который у него по штату и его обязанностей, и там уже проверять, насколько все это эффективно у него реализуется. Тут мы не можем ничего дать, но с точки зрения нашего законодательства, новых законов, которых мы предлагаем, наверняка, скорее всего, я могу дать оценку, что удовлетворительно, что идут взаимодействия, работа и контакты. Наверняка общественность захочет услышать, какие у нас планы, перспективы будущего, на 26 год, какие мы планируем законопроекты, которые могли бы рассматривать. Естественно, есть задача только работать, и этот год, который у нас остался, так называемым трудовым годом, реализовать максимально все те задумки, которые
так в виде инициативы к нам поступило. Конечно, мы будем рассматривать и со стороны аппарата президента, те, которые к нам поступят, законопроекты. Данные законопроекты, обещаем, что ни один законопроект не останется следующему созыву для того, чтобы была та самая папка невыполненных, неисполненных задач в комитете. Вот это мы берем на себя обязательство. А с точки зрения нашей собственной инициативы, наверняка еще будут несколько инициатив, они у кого-то в разработке, у кого-то носят идейный характер пока, ведутся работы. Если так в целом взять, то, конечно, как я уже сказал, достаточно большой объем законопроектов необходимо для такого, масштабного регулирования нашей экономики, для того, чтобы мы на него быстро реагировали и получали быструю обратную связь, так называемый эффект. Вот как мне кажется, как я думаю, что мы проработали весь эти 3 года, оставшийся год, который мы должны доработать достаточно с большим энтузиазмом, собираемся на нем трудиться.